Вот это, ну правда, ну стыдно. Если бы не эта помощь от журналистов тетрадками из спортивной формы, сын Олеси так и ходил бы в школу со старыми, прошлогодними. Собрать детей на учебу она и десятки работников кирпичного завода «Асбеста» толком не смогли из-за долгов по зарплате. Это дикость тому, что мои дети радуются колбасе. Когда я прихожу из города, и он радуется, он говорит: ура, мама, у нас есть дома колбаска. Это как? С мая нормальных денег не видели 200 работников. Люди перезанимали у родных и знакомых, экономили на еде, не платили за коммуналку и по кредитам. Надеялись, что деньги придут. Работы для них в маленьком поселке, который обслуживал завод, нет. Многим оставалось пара лет до пенсии. Дети голодом сидят практически. Они зарплату не могут получить. Что это за правительство, за наше, за такое? Где-то их вперед долбим, там наши самолеты летят, бомбы столько денег скидывают. Потом гуманитарка, уже 59-й конвой пошел. А вы посмотрите на лесозаводе, какие тут дороги. Они писали в прокуратуру и ходили к местным властям с просьбой о помощи, но тишина. Их отправляют решать проблему к собственнику предприятия. Зато, говорят люди, им постоянно звонят из «Единой России» агитаторы. Были ли у вас представители Единой России? Будете ли вы голосовать за Единую Россию? Кирпичный завод «Асбеста» сокращать начали еще в декабре из-за долгов, в том числе перед государством. Хотя подоходный налог из зарплат работников исправно вычитали. При этом завод входит в крупнейшую корпорацию «Ява». Ее основатель Валерий Язев ныне депутат Госдумы от «Единой России». Когда Валерий Язев ушел в политику, структуру возглавил его сын. Андрей Язев известен тем, что несколько лет назад его автомобиль на скорости сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. Язев чудом суда избежал. Он и в «Асбесте» не появляется. Исчез с завода и директор. Вам кто угрожал, звонил? А я не знаю. Скрытый номер. Ну, сказали, что мы вообще много говорим, что деньги нам, скорее всего, не понадобятся, но если только на крышку гроба. Мы не быдлы, как вы хотите нас видеть, как нам товарищ Язев говорит: а что я к этим быдлам поеду? Последний раз искать свои деньги люди приходили на завод несколько дней назад. Вместо диалога с директором у них вышла стычка с вооруженной охраной, которые вызвали выгнать людей. Завод сейчас изрежут. Да изрезали! Он не изрезан, там все на месте. Вам выдадут зарплату, и вы здесь работать уже больше не будете. Областные власти тему завода комментируют крайне размыто. Говорят, по выплатам ведут переговоры с собственником. Вопрос рассматривали с собственниками, разговаривали. У меня нет сомнений, что вопрос погашения заработной платы мы решим. Да, сейчас мы разберемся окончательно по срокам и точно его закроем. Если говорить про школы, безусловно, я думаю, что не надо эти вещи связывать. Работники завода очень надеются на общественный резонанс, но телеканалы от этой темы отказались. Негласно до выборов. На Урале все хорошо. Губернатор это недавно Путину докладывал. Ждать так долго люди не могут. Олесе, например, уже завтра не на что будет купить хлеб. У меня вот в кошельке, я вам могу показать, вот копейки. Ну вот вообще копейки. Вот. Екатерина Пономарева для настоящего времени.